Здравствуйте, ребята, с вами я, Эльмира Ринатовна, и мы с вами разбираем третий признак равенства треугольников. На предыдущем уроке мы его озвучили и сказали, что два треугольника называются равными треугольниками, если три стороны одного треугольника соответственно равны трем сторонам другого треугольника. Ну, естественно, если мы говорим о сторонах треугольника, то мы говорим о длине данных сторон и ни о чем больше. Итак, давайте сегодня мы с вами разберем две задачи. Причем в одной задаче нам нужно найти неизвестный компонент, а в другой задаче нам нужно доказать. И вот как раз-то задача на доказательство не особо вам нравится. Если нахождение элементов треугольника, как бы весь алгоритм нахождения – это логическое рассуждение, то при доказательстве вы испытываете трудности. Но вы увидите, что это не сложно абсолютно. Первая задача. В этой задаче нам нужно найти неизвестный компонент, то есть угол CDB. Вот найти, чему равен этот угол. Нам пока не особенно важно, каким видом четырехугольника является данный четырехугольник. То есть нам дан готовый рисунок, и не заостряют внимание на том, что определить, каким же четырехугольником данный четырехугольник будет называться. Потому что в следующих классах мы именно на основании признаков равенства треугольников будем определять вид данного четырехугольника. Пока мы учимся искать неизвестные компоненты. Итак, по условию АС равно БД. И это очень важно, потому что на рисунке не совсем понятно, что у нас равно. Обратите внимание, что вся сторона АС, вот эта вот вся сторона АС равна БД. И это у нас записано. Угол БАС равен 30 градусам. И нам нужно найти CDB угол. Итак, решение. Мы понимаем, что если нам нужно найти неизвестный компонент, то, следовательно, нам нужно или применить признак равенства треугольников, или применить теорему о внутренних углах треугольника, или, допустим, поговорить о внешнем угле треугольника и так далее. Но в данном случае давайте с вами рассмотрим треугольник ABC и треугольник BCD. То есть мы видим глазами, что в принципе углы BAC и CDB это равные углы. Но нашего видения в геометрии недостаточно. Нужно четкое обоснование. Итак, для того, чтобы доказать, что угол BAC равен углу BDC, нам нужно доказать равенство данных треугольников. Итак, я записываю, что мы рассмотрим треугольник. Прям можете писать, что мы рассмотрим. Треугольник BAC и треугольник BCD. По условию, так, это вот этот треугольник, правильно? BAC, вот этот вот треугольничек. И в этом случае вы должны видеть данный треугольник. И вот этот треугольник BDC. Давайте поговорим о данных треугольниках. Во-первых, мы все, основные компоненты мы возьмем, естественно, с условия. Итак, АБ у нас равно СД. Можете, если вам сложно, можете прям вынести данные треугольники. Вот, давайте вынесем. АБС. Так располагается треугольник. И треугольник BCD. BCD. Вот он треугольник. И мы эти треугольники рассмотрим. В этом треугольнике угол BAC равен 30 градусов. И нам нужно найти вот этот угол. Мы понимаем, я уверена, что вы уже догадались, что данный угол равен 30 градусам. Нужно это доказать. Итак, по условию АБ у нас равно СД. Я пишу АБ равно СД. Это условие у нас. По условию еще и АС у нас равно БД. АС равно БД. Это опять же условие. Это то, что нам было дано. Итак, каждый раз рассматривая треугольники и говоря о том, какой признак нужно применить, нам нужно знать три компонента. Два компонента у нас даны. Они нам даны по условию. То есть мы рассуждаем. Нам или не хватает угла между данными сторонами, или нам не хватает третьей стороны. Мы не можем говорить
об угле между данными сторонами. Почему? Ну, потому что они неизвестны. Один угол известен, второй неизвестен. Поэтому я буду говорить о стороне. Итак, обратите внимание, в этом треугольнике есть сторона BC, и в этом треугольнике тоже есть сторона это BC. Мы с вами вынесли эти треугольники, чтобы увидеть наглядно, какие стороны у нас равны и какие углы мы будем находить. Но если мы вернемся к нашему треугольнику, мы увидим, что сторона BC, она общая и для треугольника BAC, и для треугольника BDC. А следовательно, но если она является стороной одного треугольника и стороной другого треугольника, я так и запишу, что BC общая сторона. И этого достаточно для того, чтобы говорить, что данные треугольники будут равны по третьему признаку. Следовательно, треугольник BAC будет равен треугольнику BCD, и это будет третий признак. Еще раз, три компонента. В данном случае три компонента – это три стороны наших треугольников. Два условия у нас даны уже, а третье мы с вами выяснили. И вот теперь нам нужно сделать вывод. Если данные треугольники равны, то соответствующие компоненты, то есть в нашем случае это углы, у них тоже будут равны. Единственное, нужно определить, какие же из углов у нас будут равны. То есть я пишу следовательно, а мы с вами знаем, что напротив равных сторон всегда лежат равные углы. Так как я рассматриваю сторону BC, и напротив данной стороны лежит наш неизвестный угол, и напротив этой же стороны лежит угол, равный 30 градусов, то я могу смело сделать вывод, что, следовательно, угол BAC из равенства треугольников следует, что угол BAC равен углу CDB и равен 30 градусов. Еще раз, мы не можем сразу же утверждать, хотя мы видим, что данные углы между собой равны. Нам это нужно доказать, и мы доказали. Мы доказали признак равенства, вернее, мы доказали равенство треугольников и определили, что они равны по третьему признаку. А после того, как мы доказали, что данные треугольники равны, следует вывод, что и углы у данных треугольников тоже будут равны. И на этом основании я делаю вывод, что угол CDB будет равен 30 градусам, что и будет являться нашим ответом. Ну а теперь вторая задача, которая требует доказательства. Еще раз обращаю внимание на то, что вы не любите задачи на доказательства. Если определение неизвестных компонентов еще не вызывает у вас особых сложностей, то с доказательствами вы испытываете данные трудности. Но давайте с вами попробуем решить эту задачу. Вы увидите, что все основывается на реальных фактах. Каждое наше утверждение будет основано на определенном утверждении, на теореме. В нашем случае на теореме. Итак, мы видим, что по условию БО у нас равно ОД и АО у нас равно ОС. Опять же, если бы мы учились в старшем классе, и нам было бы сказано, что данный четырехугольник является параллелограммом, то мы бы, конечно, действовали немножечко по-другому. Но пока мы не знаем, что данный четырехугольник называется параллелограммом. И нам нужно доказать, что треугольник АБД будет равен треугольнику BCD. Опять же, возможно, вы видите, что данные треугольники равны. Да, они равны, но это нужно доказать. И поэтому для того, чтобы доказать, я буду рассматривать треугольники. Я буду рассматривать равенство треугольников. Каких? Давайте с вами возьмем треугольник АБО и треугольник СОД. Итак, я рассматриваю пока данные треугольники. Треугольник АБО и треугольник СОД. Что я могу сказать об этих треугольниках? В этих треугольниках по условию БО у нас равно ОД. То есть я пишу БО равно ОД. Это условие. Следующее. АО равно ОС. АО равно ОС. Это тоже условие. Опять же, у нас даны два компонента. Нам нужно только отыскать третий компонент. Что я вижу? Ну, если я уже догадываюсь, если мне даны две стороны треугольника, то мне нужно говорить об угле между ними.
И что я могу заметить? Что если я буду рассматривать вот этот угол, то есть угол BOA и угол COD, то данные углы будут являться вертикальными. Вспоминаем, если я возьму две пересекающиеся прямые, то у меня образуются две пары углов. И углы будут называться вертикальными. И мало того, если они называются вертикальными, следовательно, данные углы равны. Это теорема. Итак, АО равно ОС, БО равно ОД. Теперь я пишу, что угол BOA равен углу COD, потому что они вертикальные углы. Следовательно, треугольник АБО равен треугольнику COD. А теперь подумаем, по какому признаку? Две стороны и угол между ними. Первый признак. Первый признак. И только после того, как я доказала, что данные треугольники равны, я могу сказать о том, что напротив равных сторон лежат равные углы. Пойду обратно. Напротив равных углов лежат равные стороны. Напротив вот этого угла лежит сторона АБ, напротив вот этого угла лежит сторона СД. Следовательно, я могу сделать вывод, что сторона СД будет равна стороне АБ. Следовательно, АБ будет равно СД. Точно так же я поступлю с другими треугольниками. Итак, я теперь буду рассматривать треугольник BOC и треугольник AOD. Треугольник BOC и треугольник пока запишем, треугольник AOD. Опять же, BOC, вы должны видеть, ребят, самое главное, видеть эти треугольники и видеть эти компоненты. Опять же, в треугольнике BOC, BO равна сторона BO равна стороне OD из треугольника AOD. Я записываю, что BO равно OD. Опять же, это условие. И я могу сказать, что АО равно ОС. Опять же, это у нас условие. И обратите внимание, опять два компонента известны. Нас интересует еще что-то. Угол нас интересует. Я буду рассматривать вот этот угол и вот этот угол. И я опять же могу сказать, что данные углы это вертикальные углы, поэтому я пишу следовательно. Угол BOC равен углу AOD, потому что они вертикальные углы. И тогда я могу сделать вывод, что треугольники BOC и треугольник AOD равны между собой, и равны они по первому признаку. Опять же, из этого утверждения следует, что напротив равных углов лежат равные стороны. Напротив вот этого угла лежит сторона АД, а напротив угла BOC лежит сторона BC. Эти углы между собой равны. Если они равны, то стороны, которые лежат напротив этих углов, тоже равны. Следовательно, я могу сказать, что BC равно AD. А теперь вот эти два условия нам очень нужны. Итак, что мы выяснили с вами? BC равно AD и AB равно CD. AB равно CD я обозначила. BC, ну давайте тремя. BC равно AD я обозначила. А теперь я перехожу к доказательству того, что треугольник ABD равен треугольнику BCD. Но вы видите, что AB равна стороне CD, BC равно AD. И у нас еще есть общая сторона BD. Следовательно, данные треугольники равны по третьему признаку. И давайте с вами запишем данное утверждение. Итак, рассмотрим теперь треугольники ABD и треугольник BCD. Пока я не ставлю между ними «и», потому что я скажу, что данные треугольники равны, так как АБ равно СД мы доказали, АБ равно СД. Дальше. Мы доказали, что БС равно у нас АД. Это мы тоже доказали.
И у нас сторона BD является общей. BD – это общая сторона. Обратите внимание, какие три компонента? Три стороны треугольников. Следовательно, я могу поставить знак равенства и сказать, что данное утверждение у нас доказано. Ну, мы записываем как ЧТД, что и требовалось доказать. Итак, ребят, применяя признаки равенства треугольников, мы можем выяснить равные компоненты. И это очень важно при решении задач. На следующем уроке мы с вами займемся параллельными прямыми, а именно углами, которые образуются при пересечении двух прямых секущих. А на сегодня наш урок подошел к концу. До свидания, до новых встреч.